5 октября празднуют свой профессиональный праздник все педагоги нашей страны. Учитель – это не просто профессия, это призвание, которое требует преданности своему делу, ответственности, доброты, мудрости, терпения и безусловной любви к детям. Сегодня в честь этого праздника мы решили задать интересные вопросы 2 педагогам городской гимназии номер 1. Один имеет колоссальный опыт работы, более 40 лет. Другой пришел в эту профессию только в этом учебном году, причем умеет вести уроки на 2 языках – на казахском и русском. Здравствуйте, меня зовут Наталья Викторовна Штоколова. Я учитель истории и права в гимназии номер 1 города Темиртау. Меня зовут Чудайкин Олег Николаевич. С этого учебного года я учитель истории, работаю в гимназии номер 1 города Темиртау. Когда в 4 классе мы начали изучение предмета истории, а у нас еще в 49-й школе проходили практику студенты КАРГУ. И вот тогда я сразу поняла, я не знаю, это вот как происходит, что я хочу быть учителем истории. И даже я помню, у меня пожелание в дневнике записал вот этот учитель-практикант, пожелание, чтобы все-таки моя мечта осуществилась. Почему учитель? Ну, вообще у меня мама педагог-психолог, она работает уже в школе в городе Темиртау. Но вообще изначально я планировал быть юристом, как и многие. Ну, во-первых, и юристов, экономистов много, и во-вторых, я понял, что это не мое. Преподавать историю. Историю я как предмет люблю. Я его всегда изучал с большим интересом. Мне он нравился и в школе, и когда в университет поступил, я был очень рад, что выбрал именно эту профессию. Учить детей потом, когда стоял выбор пойти на гуманитарную историю или на историю образовательную, то есть заниматься либо наукой, либо преподавать детям, я решил, что буду лучше учителем, рассказывать историю детям, передавать знания, направлять их. И сейчас я очень рад, что я сделал этот выбор. Мой первый учитель и, конечно, мои коллеги. Вот я пришла в гимназию работать в 2014 году. У нас тогда заучем, кто курировал гуманитарный цикл, была Титовская Наталья Анатольевна. И я хорошо помню, как она пришла ко мне на первый урок. Хоть и было мне уже 50 лет и опыт работы, но гимназия, именно Наталья Анатольевна, знаете, раскрывает перспективы вот для возможного роста. И я очень благодарна, она вот на нашей кафедре, как зауч, как предметник, работала с моими детьми, я как классный руководитель, и я видела, что еще я могу изменить в своей методике преподавания. Вот я ей очень благодарна. Пример у меня был научный руководитель в университете Сактаган Зуриш Галмжан, она доктор исторических наук, профессор, она пример для многих. По-другому, ты когда смотришь на нее, как она работает, у тебя не получается по-другому работать. Ты тоже вливаешься в этот темп. И, в принципе, как если брать с нее пример, как она проводит занятия, то можно понять, что действительно, да, я хочу быть учителем, я хочу быть педагогом. Ой, извините, если честно, хотелось, к сожалению, многое. Поработав, да, в разных системах, то есть я начала в советской системе, я потом работала в системе, когда Казахстан только вот становился как независимое государство, и сейчас, когда Казахстан уже известен на мировой арене. И мне бы хотелось, чтобы все-таки изменилось качество учебников и программ. Вот смотрите, мы должны наработать собственный опыт как исторической науки в Казахстане. Я бы расширила возможность проведения именно музейных уроков. Приглашение даже на такие музейные уроки выдающихся людей нашего города. Положительного примера детям просто катастрофически не хватает. А он есть. Вот это и надо пропагандировать. Конечно, преподавать историю намного интереснее, когда есть визуально, когда можно дать что-то потрогать, пощупать. Но сейчас, в принципе, на уроках истории это применяется, особенно обновленное содержание образования. А если куда-то выезжать, это хорошая практика, если детей водить в музей, проводить уроки истории, как на примере. Хороший вопрос. Почему? Потому что, смотрите, мы учителя, мы привыкли, даже если это не будет связано с моей профессиональной деятельностью как учителя, но я все равно думаю о саморазвитии. Вот что я еще могу, что еще не знаю.
Благодаря действительно интернету, возможности получать новую информацию, это же безграничные возможности. У меня маленькая внучка, и поэтому я и хочу дать ей тот интерес к истории, к предмету. А вдруг гены тоже проснутся у нее? А вдруг она тоже захочет изучать историю? Надеюсь, что я через 10 лет останусь преподавателем, буду преподавать, учить детей, может быть, преподавать в университете. В общем, продолжу педагогическую деятельность, не уйду из этой сферы, потому что мне, как я еще раз говорю, нравится учить, преподавать детям, передавать знания, передавать опыт какой-либо, учиться самому, что немаловажно, перенимать опыт, изменять что-то в себе. Ну, через 10 лет я, наверное, задамся. Просто каким я был 10 лет назад и какой я сейчас. Вот я и хочу пожелать вам этих сил, доброты к детям, чтобы каждый раз, видя глаза ребенка, у вас не пропадало желание действительно дарить ему знания и развивать ребенка. Вот пусть у вас эти силы будут. Всем мира, процветания и, конечно же, любви в семьях, чтобы вас понимали и любили. Я хочу поздравить вас с Днем Учителя. В этом году официальная дата, теперь 5 октября. Это День Учителя. Я считаю, что абсолютно заслуженно. Было бы еще прекрасно, если бы это стал красным днем календаря, чтобы все отдохнули. Но я желаю вам творческих успехов, неиссякаемой энергии, желания приносить пользу, учить детей, самим получать удовольствие от своей работы, потому что когда ты видишь благодарные глаза детей, они высказывают тебе свою благодарность, или они приходят и говорят, что благодаря вам меня вот история так заинтересовала, или какой-либо другой предмет, это и есть самая высшая благодарность для педагога.